Уважаемые коллеги, вот и подошла к концу наша большая эпопея, которую мы с вами достойно выдержали. Это наше приемное учреждение. Впереди начало учебного года. И у вас есть шанс обратиться к каждому педагогу, к каждому воспитателю со своими словами пожелания. И я прошу каждого из вас, может быть, вы что-то скажете интересное, но помните, что мы живем с вами в Черкасском крае. Уважаемые коллеги, я думаю, все со мной согласятся, что для процветания нашей любимой Чернищины нужны умелые рабочие руки. А в этом нам всегда помогут наши колледжи. Высокий уровень качества любой работы – это высочайший пример, как это делает Петроградский. Умейте отдыхать с пользой, с любовью к природе и на природе. Отдыхайте с удовольствием вместе с Чернинским лесхозом. И не забывайте мыть руки перед едой и едой. Будьте дисциплинированы в отношении к своему иммунитету, как центр гигиены и эпидемиологии. Коллеги, помогайте друг другу, защищайте братьев наших меньших, родных, близких, как делает это наш ОЧС. Коллеги, а я желаю, чтобы каждое учреждение образования было действительно карточкой района, области, страны, как нефтебитный завод. Уважаемые коллеги, а мы считаем, если мы одно единое целое, то нам нужно идти вперед и равняться на новые технологии, на цифровое обучение, так как делает это типография. Дорогие друзья, пусть не только в каждом доме, но и в каждой душе будет тепло. Так тепло, как делает Чернинский район. Уважаемые коллеги, а я хочу рассказать такие слова. Светить всегда, светить везде, до дней последних донцев. Светить и никаких гвоздей, вот лозунг мой и чернинских электросетей. Коллеги, будьте всегда бдительны, внимательны, как наш Горгаз. Уважаемые коллеги, мы знаем, что закон, знание закона – это ваш конек. А сотрудничество с РОВД – это ваша первая помощь в решении любых вопросов. Берегите себя и своих близких. Вам в этом поможет ЦРБ. Дорогие коллеги, пусть границы ваших учреждений образования будут под невидимой защитой департамента охраны. Когда мы едины, мы непобедимы! Початку веков, от колыски твоей, Беларусь, прозови часов и простерни спокойной дороги, я з молитвой святой души и могуснах, и выгодя детей. Я женщина, я маті, і ми назавжди педагоги. У початку було слово, і святло його язик
жить. Мои молодые сестры, жанчыны-педагоги, мое слово сегодня живе у ваших сердцах. Вы – протяг моей веры. У початку було слово, белорусское слово. Я ведала, пакуль жыве мова, пакуль жанчына вучыць дзіця любіць свой край, до таго часу будзе жыць наша краіна Беларусь. Настаўніцы 21 стагоддзя, сёння вы трымаеце за руку будучыню. Няхай ваше слово гучыць горда, моцна і светла. Мяне нарадзіла гэтая зямля з яе балотамі, дубровамі і спелымі нівамі. У маіх вачах і смутак, і радасць, і непахісная сіла беларускай жанчыны. Я тая мудрасць, якая трымае сям'ю, якая вучыць дзяцей першай талаканцы, працы і чалавечнасці. Я жывая душа Беларусі. Берагіце ж беларускую спадчыну, выхоўвайце ў дзецях любоў да каранёў, сейце ў сэрцах выхаванцаў мудрасць, каб яны цвёрда трымаліся сваёй зямлі. Мы крочым по той же зямлі, якую апрацоўвалі нашы прадзеды. І ў гэтым адзінстве наша сіла. З гонарам шануем свае карані, захоўваем духовную спадчыну, якая робіць нас сапраўднымі гаспадарамі сваёй краіны. Наше жыццё нібы бясконцы рушнік, дзе кожны з нас важная нітка ў агульныя узоры. Мы пераплецены адзіным лёсам і марамі. Наша адзінства – наш галоўны абярэг, таму што мы разам. І гэты ручнік не парвецца, ён будзе прыгажэць і захоўваць цяпло нашых рук для будучых пакаленняў. Thank you.
разом мы зберагаем историю и ствараем будущую Беларуси. Добрый день, поважанные коллеги! Вітаем вас, дорогие сябры, наставники, кіраўнікі і гості Червінського району. Традиційно наприкінці жнівня ми збираємося разом, щоб підвести виніки і окреслити плани на новий навчальний год. Сёлетняя Жнивенская конференция особливая. Решением президента Республики Беларусь 2026 год обвешчаны годом белорусской женщины. Надійшов час, який дозволяє підкреслити важнейший і неоцінний уклад женщин у розвитку громадства, заховання традиційних коштовностей і умацавання державності. Женщины – это головные заховальницы наших культурных кодов, традиций и моральных ориентиров. З маленства яны учат добрыні и прививаюць любовь до родины. Их мудрость и терпение допомагають будовать моцную семью, моцную державу. Женщина і педагогіка – поняття неподільне. Менавіта жаночая мудрость, теплыня і терпіння ствараюць будучыні нашай краіны ў школьных класах, дзіцячых садках, установах дадатковай адукацыі. Уважаемые коллеги, вельмі хочется, каб работа сённяшняй конференции вызначила перспективы на будущее, наполнила святочным настроем этот день и усилила у нас надею и веру у дальнейший поспех. Тема конференции «Урок, веды, поспех. Сучасные выклики и векторы развития системы адукации Червінського района». На нашем святе присутствуют гоноровые гости, которые заўсёды падтрымліваюць систему адукации нашего района. Владимир Михайлович Новицкий, старшина Червінського районного виконавчого комитета. Лариса Викторовна Ефименко, старшина Червінського районного совета депутатов. Антонина Леоновна Абалевич, наместник начальника отдела дошкольной, огульной средней, профессийно-техничной и средней специальной адукации Головного управления по адукации Минского областного виконавчого комитета. И гоноровые гости нашего свята. У работе конференции приймають уділ работники установ адукації району, молоді спеціалісти, лідери професійного активу. Так само представники громадськості і керівники різних організацій і відомств, які оказують значну підтримку установам адукації нашого району. Шановні удільники і гості конференції, дозвольте пленарне посідження конференції педагогічних работників Червінського району лічить відкритим.
Перед початком чаргового навчального года ми завсёды проводимо ревізію свого професійного опиту за минулий навчальний год. Гэта час, каб порадоваться открытиям и проанализовать яркие забытки. Час покинуть минулым помылки и сделать серьезные основы для безпекового развития нашей адукаційної простори. З виниками праці системи адукації і спорту Чернівського району з задачами на новий навчальний год нас познайомить начальник управління по адукації і спорту Чернівського районного виконавчого комітету Ірина Миколаївна Змачинська. Добрый день, шановные удельники и гости конференции, поважанные коллеги. Штогадовая Жнівенская педагогічная конференция – это не только традиция, это потребование часу, оценка досягнений минулого года и задачи, планы на новый научальный год. Хочется почать свое выступление словами Александра Григоровича Лукашенки, який сказал: «Виключно важно, каб у основу адносин унутры трохвугольника сям'я, школа, дзяржава был покладен наступный тезис. Кожное дитя адорное, а задача дорослых – раскрыть и развить его здольности и таленты. Менавіта сям'я – это фундамент, на яким будуется особа дзіцяці. Аднак полноценное развитие особы немагчыма без школы, якая становится другим домом. Образно кажучи, сям'я і школа – гэта два крылы, якія трымаюць дзіця ў палёце. Калі одно з гэтых крылаў пашкоджана, палёт будзе няроўным. Мы і настаўнікі, і бацькі, і старэйшыя дарадчыкі сваім прыкладам, сваімі паводзінамі, сваімі ведамі, выхаваннем фарміруем будучыню грамадства. Наша агульная задача – выхаванне інтэлектуальнага, морального, физично здорового поколения. Одним из приоритетных напрамков остается духовно-моральное и патриотичное выхование. Менавіта яно з'является одним со складников процессу выхования уже в дошкольном возрасте. Говорячи об работе с семьями выхованцев, потребно отзначить, что во установах дошкольной адукации акцентуется увага на повышение психолого-педагогичных компетенций законных представников у пытаннях выхования и развития детей, уключение их в адукаційний процесс. Сегодня необходимо активно пропагандовать узоры сімейного добробыту, лепшие приклади выхования, уроки отказного батьковства. Сучасные практики повинны стать предметом разгляду на самые авторитетные пляцовцы батьковских университетов. Менавіта з гэтай мэтай штогод проводится агульнарайонный батьковский сход с запрошением усіх службаў межведомственного взаимодействия. И батьки, и представники субъектов профилактики на их активные удельники, а не пассивные назиральники и сукачи. Потребно протягивать опыт батьковских исходов с организацией их на працоўных месцах за выходом на предприятия и организации Чернівского района. Школа – бесконфликтное осяроддзе. Кожный педагог, а не только психолог и социальный, бачыць вочы дзяцей и ведаюць, як ім дапамагчы у выпадку найменшага крызісу. По такой траектории развития повинны рухаться все установы адукации. Недопрацоўкі сямейного выхования, профессийные огрехи педагогов, абыякавасць дарослых, шлях до учинения злочинстваў и правопорушений. Нас турбуют факты буллингу и порой суицидов. Детальный анализ кожного выпадку, установление причин и умов здарення обов'язкове у кожній установі адукації. Уже на узроўні пачатковой школы классный кіраўнік повинен быть узброены сучаснымі ведамі по профилактике кризису, працаваць у тесной звязке с педагогом, психологом и семьей, как папярэдзіць трагедию у юном возрасте. Мы обязаны выкоренить правовую неграмотность, невыкональность, на якія нам указывают наглядные органы. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко на Республиканском педагогическом совете под мурком адукации назвал патриотизм.
Паспяховай рабоце ў гэтым напрамку спрыяе супрацоўніцтва з маладзёжнымі грамадскімі арганізацыямі. У першую чаргу Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі і Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі, якія з'яўляюцца своеасаблівай платформай для абмену думкамі і ідэямі. Павышэнне якасці ідэалагічнага выхавання садзейнічае рэалізацыі інфармацыйна-адукацыйнага праекта «Школа актыўнага грамадзяніна» і тэматычныя заняткі праграмы «Я, моя сям'я, моя радзіма». Музеі і музейныя пакоі, ваенна-патрыятычныя клубы, профільныя групы па ваенна-патрыятычнай накіраванасці, удзел у патрыятычных конкурсах і акцыях. Новинка 26 года учебно-полевые сборы на базе выховавчо-здоровечного лагеря «Верес» дозволяют належным чином формировать у молодого поколения активную громадянскую позицию, повагу до исторической памяти народа, у первую чергу до подвигу, здійсненого у годы Великой Отечественной войны. Эффективным ресурсом развития особо детей является система додатковой эдукации. Однако, необходимо серьезно переглядеть подходы до профилизации додатковой эдукации. Один из показчиков державной программы «Беларусь интеллектуальная» охоп учнів об'єднаннями по інтересах технічної накірованості. Для виконання этого показчику, на жаль, потрібно не тільки жадання, але й розвиття матеріально-технічної бази, підготовка кваліфікованих кадрів. Недостатково активно долучаються діти до проєкту дослідчої діяльності, з дальнейшим уделом у отборе на эдукаційну смену національним дитячим технопарком. Справжній громадянин Республіки Білорусь – чоловік з тривалою громадянською позицією. Чоловік, який берегає своє здоров'я, долучається до заняття фізичною культурою і спортом. Для організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровленчої роботи в районі використовується база Чернівської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивної бази установ середньої едукації. З метою створення умов для організації спортивної підготовки обдарених у спорті навчальців організовані спеціалізовані по спорту класи і групи спортивно-педагогічної накірованості. Підготовку спортивного резерву у Чернівському районі здійснює дитяча юнацька спортивна школа. Її навчальці з'являються переможцями споборництва різних узровнів. Выпускники Чернівської ДЮШ не один раз становились участниками международных споборництв. Развитие дошкольной эдукации района осуществляется у межах реализации мероприятий концепции развития дошкольной эдукации до 2035 года и ориентована на обеспечение доступности эдукации, створение здоровья и здоровья, развивающего предметно-просторового освоения, удосконаления якости эдукаційного процесу. Функціонують 19 установ едукації, які реалізують едукаційну програму дошкільної едукації. Виконуються основні показники державної програми розвитку демографічного потенціалу і соціальних стандартів. Дошкільна едукація була і залишається у фокусі уваги управління і громадськості. У першу чергу це дотичиться забезпечення дітей місцями у дитячих садах. 29 жовтня 2025 року уведено в эксплуатацию державную установу эдукации дитячий сад номер 3 городского поселка Смиловича, что вырашило проблему забезпеченности местами у поселку. Разом с тем, з уроком демографічної ситуації в районі у відповідності з регіональним планом оптимізації прийнято рішення об ліквідації з 1 вересня 2026 року державної установи едукації дитячий сад номер 4 города Червеня. Проектная могутность 40 месяцев. Могу запомнить, ни водный работник, ни водное дитя не застанется поза увагой. Приняты меры по обеспечению доступности дошкольной эдукации. Открыта группа другого раннего возраста для детей от года до 2 годов. У ближайшей перспективы открытия еще одной группы в детячем саде номер 2 города Червеня с 1 вересня 2026 года. Таким чином буде задоволена потреба батьків у послугах дошкольної едукації для дітей до 2 років. Задоволена потребность батьків-вихованців і у забезпеченні функціонування в установах дошкольної едукації у відповідному режимі. В установах едукації створені здорові зберігальні умови, дякуючи яким назирається устойлива тенденція зниження районного показчику захворюваності дітей дошкольного возрасту. У районе организована системная работа по повышению якости
дошкольной адукации. У Червінському районі 435 дітей з особливостями психофізичного розвитку, 130 з них мають інвалідність. Сумно означить, что с каждым годом озирается рост специальных групп и групп интегрованного научания и выхования. В учнях классах интегрованного научания и выхования детей з РАЗ. За апошние 4 годы колькость детей з РАЗ павялічылася ў 4 разы и складае 40 человек. По адукацыйных программах специальной адукации на уровне агульной средней адукации навучались 55 учнів за ППР. Организована работа 8 пунктов коррекційно-педагогічної допомоги. Надається увага ранній комплексної допомозі. Її отримують 3 дитяті в возрасте от 1 до 2 років. Центром оказувалася коррекційно-педагогічна допомога особам, які мають устойливі тимчасові тяжкості у засвоєнні змісту адукаційних програм дошкольної та агульної середньої адукації. Кожне дитя повинно бути на виду. Показчики якости системы агульной средней адукации включают в себе несколько аспектов якости адукационного процесса, работа с оборудованными и высокомотивированными учнями, удел у конкурсах и олимпиадах, життєуладкування. Головним компонентом адукаційного процесу является урок, его великость – урок. Мы все повинны досконально розуміти, правильно побудований і проведений урок приводить до веду, які з часом трансформуються у посвідчі наших учнів, випускників. Хочу означити, що головна коштовність урока не механічне запам'ятання дат або формул, а засвоєння навику пошуку, аналізу і фільтрації інформації. Середній бал по виниках 25-26 навчального року по районі склав 7,3. Середній бал централізованого екзамену склав 7,8. У 14 установах было организовано выучение учебных предметов на повышенном уровне. Функционовало 5 классов и 18 групп профессийной накерованности на 3-й ступени. 5 установ осуществляют сотрудничество с установами высшей эдукации. У наступному году будет продолжена практика проведения фестивалю «Мозаика педагогической профессии» для навчальців групп педагогічної накерованості. Разом з тим, система відкриття профільних классов професійної накерованості потребує корректировки. Для батьків більш важливо, щоб дитя отримало вищий бал атестата, чим тривалої веди по хімії і біології. На жаль, і у цьому випадку ми частіше за все йдемо по шляху жадання батьків, які, вибираючи профільні предмети, не задумуються про будущую професію дитяті. У пріоритеті батьків русська і англійська мова. А ті спотребляться ці предмети для поступлення в установу вищої адукації. Ті поступлять в учні з педагогічного або аграрного класу на спеціальності по своїм профілям. Сенс профільного навчання у завданні дитяті отримати певну професію у необхідності реалізації готового вибору дитяті. У цьому навчальному році поліпшені виники олімпіадному руху. Але з 2 удільників заключного етапу ні один не отримав диплом. Нема удільників от районного, областных и республиканских этапов конкурса работ доследчого характеру. Наученцы установ огульной средней адукации приняли активное удел в областных дистанционных олимпиадах, заслуговывая уваги удел гимназистов у предметных турнирах. После 9 класса около 70% выпускников протягивают навчание в колледжах, а несколько годов тому их было только 30. Сегодня высокий попыт на працовные специальности. Это уже не просто вынос школьной профориентации. Десятиклассники выбирают працовные профессии свідомо. Доля випускників 11 класу, які будуть протягувати навчання в установах вищої адукації у 2026 році, склала 53,5%. Треба відзначити, що ця лічба знижається кожен год. 3 випускників, з них 2 медалисты поступили учиться за межи Республики Беларусь. 10 выпускников 26 года не здолели поступить в установу высшей средней специальной эдукации. Для выражения поставленных мет и задач главным стратегическим ресурсом являются кадры. Забезпеченность кадров в галине адукации складает 95,8%. Але наша мета 100%. Кожен год в установу приходят молодые специалисты. Грамотные, метанакированные, готовые звернуть з гори.
але адпрацаваўшы вызначаны час, звальняюцца. Дрэнна, калі з установы, але яшчэ горш, калі з прафесіі. Кожны малады педагог павінен знаходзіцца ў сферы увагі настаўніка. Перадача вопыту, навучанне і падтрымка. Вось галоўныя прыярытэты настаўніцтва, якія дапамогуць моладзі раскрыцца, адчуць упэўненасць у сваіх ведах. Азначаецца рост адукацыйнага і кваліфікацыйнага ўзроўню педагагічных работнікаў. Дастойную ацэнку на ўсіх узроўнях улады атрымлівае праца педагога. Толькі за мінулы навучальны год былі ўручаны ўзнагароды рознага ўзроўню 176 педагогам. Сёння ў галіне 2 педагогі кваліфікацыйнай катэгорыі настаўнік-метадыст. Звяртаю вашу увагу на тое, што, павышаючы кваліфікацыю педагогаў, мы паляпшаем якасць кожнага вучэбнага занятку. Менавіта правільна пабудаваны урок прыводзіць да ведаў, якія трансфармуюцца ў рэальныя поспехі нашых дзяцей. Пры агульнай укамплектаванасці устаноў педагагічнымі кадрамі сістэма адукацыі раёна адчувае патрэбу ў настаўніках. У адным з рэсурсаў тут выступае арганізацыя мэтавай падрыхтоўкі. Разам з тым, сёлета ва ўстановах вышэйшай сярэдняй спецыяльнай адукацыі на педагагічныя спецыяльнасці па мэтавых дагаворах поступило только 14 выпускников, заявленных 21. Нельзя забывать про то, что умовы навучання – это один из основных складников якости эдукации. Летом система эдукации традиционно ассоциируется с масштабным обновлением. Косметические ремонты проведены в каждой установе эдукации. Хочу отзначить, что эдукационная инфраструктура развивается, установы эдукации пригожеют. У першую чергу дякуючи Галоўному управлінню адукації Мінського обласного виконавчого комітету, Червінському районному виконавчому комітету і особисто старшині Владимиру Михайловичу Новицькому, а так само неабиякості і ентузіазму керівників установ, злаженої роботи колективу. Велике дякую керівникам установ, які, дякуючи своїй оказності у рішенні складаних питань, змогли зробити амаль немагчиме. Слово вдячності хочеться сказати нашим сябрам, директору унітарного підприємства «Нафтобітумний завод» Олександру Леонідовичу Хамцову, керівнику ААТ Романичу Вадиму Вікторовичу Ляцинському, директору ЦУП Наталію Степану Івановичу Павловнікову, керівникам ААТ ССФ «Монтаж» Андрею Сергійовичу Гундару. Ваша допомога і підтримка вельми важна для нас. Поважані колеги, сьогоднішній учень, завтрашній активний член громадства. Допомагайте ему обладать больш продуктивными методами в учебно-познавальной деятельности. Вчиться кожного вчиться. Необходимо частей використовувати питання «чому», щоб навчити думати причинно. Бо менавіта розуміння причинно-слідчих сувязей з'являється обов'язковою умовою розвиваючого навчання. Пам'ятайте, що веде не той, хто переказує, а той, хто використовує на практиці. Анализ выников 26-27 навчального года обучены. Проект резолюции районной Жнивинской педагогической конференции размещен на сайте управления. Пропоную публиковать резолюцию на педагогических советах и дать свои зауваги и пропановы. Шановные коллеги, напереди 1 вересня. Жадаю вам оптимизму, веры и натхнения. Нехай вам хапає енергії на любые тяжкости. Нехай вашу працю завсюди цінять учні і батьки. Знаходьте нові ідеї для кожного уроку. З новим навчальним годом вас, поважані колеги. Марина Николаевна, дякую за ґрунтовний аналіз роботи системи едукації району за минулий навчальний год і докладно означений орієнтир на будущее. Гэта стратэгічная задача наш агульны план дзеянняў, які нам абавязкова неабходна выканаць. Праца педагога – вялікая місія. Час ставіць перад сферай адукацыі глобальныя задачы. Удасканальваецца змест адукацыі, з'яўляюцца новыя тэхналогіі. Але роля асобы педагога, яго прафесійнае майстэрства, стыль жыцця і годныя ўчынкі застаюцца галоўнай умовай паспяховасці усяго адукацыйнага працэсу. Вы эффективно укореняете самые прогрессивные технологии у навчання и выхования, повышаете престиж и значимость адукаційной сферы. Ви робите усё,
как принцип школа, это храм дедов, стал головным ориентиром для кожного учнів, батьків, молодих наставників. Для привітального слова і церемонії узагородження ми запрошуємо на сцену старшину Черківського районного виконавчого комітету Владимира Михайловича Новицкого. Уважаемые педагоги, от всей души разрешите вас поздравить с новым учебным годом. Профессия педагога сочетает в себе высокую мудрость, душевную щедрость и огромную ответственность за будущее нашей страны. Каждый день вы не просто передаете знания подрастающему поколению, но и формируете личность молодых граждан, прививаете им любовь к родной земле, воспитываете чувство патриотизма и долга. Система образования района по праву гордится своим кадровым потенциалом. Об этом говорит ежегодное награждение нагрудными знаками отличников образования. Их в районе 13. Данные награды в этом году удостоена Хомчик Татьяна Ивановна, учитель химии гимназии номер 1 имени короля города Червина. Квалифицированная категория учитель-методист присвоена 2 педагогам нашего района. Шабусов Анатолий Константинович, средняя школа номер 1, Смиловичи, и Каминская Наталья Владимировна, гимназия имени короля Червина. Ваши ученики из года в год демонстрируют высокие результаты на олимпиадах, конкурсах и централизованных экзаменах, восславляя свой край. 11 дипломов копилки района по итогам 3-го областного этапа республиканской олимпиады. В ходе выпускной кампании этого года выдано 8 свидетельств по общему базовому образованию с отличием, и 5 выпускникам 11 классов вручены аттестаты особого образца с награждением золотой медалью. Результат 100 баллов по итогам централизованного экзамена достигнут 3 учащимся района по 4 учебным предметам. 14 выпускников района включены в банк данных одаренной и талантливой молодежи. Янистовский Кирилл, учащийся средней школы номер 4 города Червина, вне конкурса зачислен в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по рекомендации Национального технопарка. В учреждениях образования района реализуются 2 педагогических проекта, 3 инновационных, и в 5 учреждениях реализуется образовательный проект «Зеленая школа». Своими успехами радуют нас даже самые маленькие. Воспитанники детского сада номер 2 ГП Смиловичи, финалистами областного конкурса «Я исследователь», 2 учащихся 1-4 класса средней школы номер 4 из Апольской средней школы стали финалистами фестиваля «Я исследователь» нашей области. Педагог, учительство сегодня имеет в основном женское лицо. В год белорусской женщины мы говорим слова благодарности вам, педагоги женщины, чьи руки делают добро и красоту, чей ум решает сложные задачи, чье терпение и мудрость скрепляют семьи и целые коллективы. За каждым таким достижением стоит ваш кропотливый, самоотверженный труд и верность своему признанию. Искренне благодарю вас за преданность делу, терпение, неравнодушие и эротическую заботу о детях. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и новых свершений на благо любимой Червичине и нашей суверенной Беларуси. Пусть теплота и благодарность учеников согреет ваши сердца каждый день. С праздником! Просим вас розпочати церемонію узагородження. За добросумленную працу, досягнутые поспехи у организации адукаційного процессу и высокий профессионализм. Гоноровой грамотой Червинского районного виконавчого комитета узагороджується
Галина Вадимовна Шатерник, загадки державной установы партии, 10-й сад номер 2, городского около Смеловичи. Григор Іванович Судар, наставник працовного навчання державної установи едукації Романівська середня школа Червінського району. Татьяна Николаевна Южик, наставник початковых классов державной установы эдукации, Турецкая базовая школа Червинского района. За добросумлінну працю, досягнути успіхів організації едукаційного процесу і високий професіоналізм. Подяка старшині Червінського районного виконавчого комітету об'являється Наталье Анатольевне Юшко, наместнику загадчика по основной деятельности державной установы эдукации 10-й сад номер 1 города Червина. Ласка, підтримуйте нашому замороженому. Людмилі Івановні Шиманській, наставнику працовного навчання державної установи едукації середня школа номер 4 города Червіня. Алине Александровне Соболевской, шеф-повару державной установы эдукации, гимназия номер 1 имя короля города Червина. Уважаемый Владимир Михайлович, узнавательные, мы просим вас выйти на середину сцены, как зрелищ фото на память. Принесите ласка квітки і пам'ятний подарунок від педагогічної громадськості Червінського району. Просимо всіх зайняти своє місце. Батьковський наказ, новий, зрозумілий з годами. Добрих людей син усюди шукай, дітські знойдуться самі. Добрих людей син усюди шукай, дітські знойдуться самі. Добрые люди, тут недалека. Добрые люди, знай далека, знай светла, у святої буде, дякую за це, добрые люди. Скільки дорог довелося пройти, їх подарила мне доля. Розных людей зустріка у житті, добрих усё-таки поле. Розных людей зустріка у житті, добрих усё-таки поле. Добрые люди, тут недалека. Добрые люди, знай далека, знай светла, у святої буде, дякую за це, добрые люди. Кожной пылинкой и чистой росой свет захоплять себе будет. Только ты, дай мне помощь с тобой, добрые, добрые.
тобой. Добрые люди. Добрые люди, тут недалеко. Добрые люди, с вами так легко, с вами так светло, у святой любви. Дякую за это, добрые люди. Добрые люди, тут недалеко. Добрые люди, с вами так легко, с вами так светло, у святой любви. Дякую за это, добрые люди. Педагог – гэта не проста прафесія. Гэта місія, яка патрабуе поўнай самааддачы. Высокие досягнения наших учнев на областных и республиканских узронах – это вынік вашей нястомной штодзённой працы, поважаныя коллеги. Мы працягваем церемонию узнагародження. На сцену запрашаецца старшыня Чернівскага районного совета депутатов Лариса Викторовна Ефименко. Родного любимого Чернівского района. Вы в очередной раз сегодня еще раз доказали, как и всегда продолжаете доказывать, что самые талантливые, самые креативные, самые умные люди работают в педагогической отрасли именно нашего района. Ирина Николаевна в своем фильме показала, что Иврику она кричит и призывает организации. Вы знаете, я здесь с ней не согласна. Эврика кричим мы и призываем вас, социальную сферу, вас, педагогов, вас, людей, которые всегда, в любую минуту готовы прийти на помощь, которые знают, как сделать, как помочь. И самое главное, у них есть желание это доказывать. Говорят, педагогам надо родиться, но глядя сегодня на вас, у меня сложилась такая мысль. Педагогам надо только одно – иметь желание учиться, а у вас оно есть. Вы, когда учитесь, вы делаете все. Вам по силам просто перевернуть горы и сделать наш район еще лучше и краше. И вы готовы это демонстрировать. От имени районного совета депутатов я хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете нашим организациям, нашим сельским советам и нашим гражданам. И я надеюсь, что это наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться и дальше. Только вместе, только с вами, с нашими родными и любимыми педагогами, с людьми, которые от сердца желают сделать нашу маленькую черничную краше и лучше, мы сможем сотворить большой и красивый процветающий район. В ваших руках наши дети, в ваших руках наши внуки, в ваших руках возможность это сделать. С праздником! Пусть новый учебный год сложится так, как вы сами для себя уже наметили в ваших дневниках трудовых будней. Просим вас розпочати церемонію узнагародження. За добросумленную працу, досягнутые поспехи у организации адукаційного процессу и высокий профессионализм. Гоноровой грамотой Чернівського районного совета депутатов узнагороджується
Вячеслав Викторович Мартинович, директор державної установи України, середня школа номер 2 городского поселка Смиловщина. Ольга Анатоліївна Кацкевич, директор державної установи адукації Руднянська середня школа Червінського району. До речі, Ольга Анатоліївна сьогодні відзначає день народження. А 9 лет вирішуємо вас, нехай щастя у житті і кожен день приносить задоволення і добре новини. Александр Юрьевич Янушкевич, директор державної установи адукації Поліваковської середня школа Червінського району. За добросумленную працу, досягнутые успехи в организации educaционного процесса и высокий профессионализм, поддержка старшине Червинского районного совета депутатов вручается Татьяне Николаевне Миронович, задачику державной установы адукации дошкольный центр 55 города Червиня. Татьяне Владимировне Аспановой, загадчику державної установи адукації 10 сад номер 2 города Червеня. Шановна Лариса Вікторовна, поважана загорожена, ми просимо вийти вас на середину сцени та зробити фото на пам'ять. Шановна Лариса Вікторовна, прийміть кавалерські квітки і пам'ятний подарунок від педагогічної громадськості Червінського району. А ми просимо всіх зайняти свої місця у залі.
Наставницкая праца ніколи не ведала легких шляхов, а її велич и высокородность застаются неизменными. Менавіта педагог, открывая детям свет веру, прививает добрыню и натхняя на смелые идеи. И чем богатейший внутренний свет самого наставника, тим мощнейший его авторитет у очах вихованців. Сучасний педагог – гэта лідер-інноватор, який йде у ногу з часом, тонко відчуває психологію дитяті і готовий до любых професійних викликів. И цалком закономерно, что менавіта на гэтай хвалі признания професійного майстерства мы протягиваем урочистую церемонию узнагародження лепших представников системы адукации района. На сцену запрошається Антоніна Леоновна Абаревич, наместник начальника отдела дошкольной, огульной, средней, профессийно-технической и средней социальной эдукации Головного управления по эдукации Лисина Абаревича. Антонина Леоновна, вам слово. Уважаемые коллеги, педагоги, руководители учреждений образования. Август месяц для каждого педагога это особый месяц. Это момент, когда лето еще не закончилось, а мысли уже там, в классах, в группах, с нашими детьми, с новыми идеями и новыми творческими планами. Сегодня вы подводите итоги. Мы прекрасно знаем цифры и факты, свидетельствующие о результативности работы системы образования Чернинского района. Но сегодня я хочу поговорить о главном, о том, что стоит за этими цифрами. За каждым успешным выпускником, за каждой победой на Олимпиаде, на конкурсе, спортивных соревнованиях, за каждым спокойным и уверенным ребенком стоит ваш ежедневный, порой невидимый глазу труд. Труд, который требует особого знания, особого терпения, мудрости, а порой и самих нервов. Чернинский район всегда славился своими педагогическими традициями. Здесь работают люди, которые искренне болеют за свое дело. И я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что в прошедшем учебном году вы не просто давали программу, а оставались для детей наставниками. В наше время, когда мир меняется так стремительно, именно вы тот островок стабильности и человечности, который так нужен детям. Мы часто говорим о качестве образования, инновациях, цифровизации. Это важно, это инструменты. Но давайте не забывать, что в центре всего ребенок. Наша задача в этом году сделать так, чтобы учреждение было местом, куда хочется приходить не только за оценками, но и за поддержкой, за общением, за пониманием, кто ты и кем ты хочешь стать. Я призываю в этом году больше внимания уделять не только академическим успехам, но и воспитанию личности. Давайте учить детей критически мыслить, уважать друг друга, ценить малую родину, Чернинский край. Ведь именно из этого складывается в целом будущее всей нашей страны. Уважаемые коллеги, знаю, как куратор системы образования вашего района, что имеются и текущие вопросы, требующие решения. Но 25-26 учебный год отмечен тем, что введено новое учреждение дошкольного образования, тем самым обеспечен
обеспечена доступность дошкольного образования в городском поселке Смиловичи. Учреждения дошкольного, общего-среднего, дополнительного образования качественно и современно подготовлены к новому учебному году. От Главного управления по образованию Минского облсполкома я хочу поблагодарить прежде всего руководство района, руководителей учреждений образования, многочисленную команду педагогических работников, учащихся и их родителей, ветеранов педагогического труда, социальных партнеров за вклад в развитие образования, за поддержку, создание нового и, конечно, за сохранение традиций. Желаю, чтобы 1 сентября стал для нас началом не тяжелой дистанции, а известного пути. Пусть в нашей работе будет меньше формализма, больше живого диалога. Пусть наши семьи будут надежной опорой, а в домах будет тепло и уют. Здоровья вам, терпения, профессионального азарта и простого человеческого счастья. Шановна Антоніна Леонівна, просимо просягнути церемонію узнагародження. За добросумленную пленную працу, творчий подход до работы, высокие досягнения в профессийной деятельности, грамотой Министерства Эдукации Республики Беларусь узнагароджуються Евген Константинович Гурин, наставник физической культуры и здоровья Державной установы эдукации Валиаковская средняя школа Червинского района. Оксана Івановна Миронович, методист Державної установи додаткової едукації, Центр творчості дітей і молоді города Червіна. За високий професіоналізм, добросумленную результативную працу у сфере эдукации, высокие достижения в профессийной деятельности гоноровой грамоты Головного управления по эдукации Минского областного виконавчего комитета узнагароджуються Тамара Ивановна Бенч, наставник русской мовы и литературы Державной установы эдукации гимназия номер 1 имени короля города Червина. Вера Викторовна Бесла, наставник дефектолог Державной установы эдукации Центр коррективно-развивающего навчания и реабилитации города Червина. Татьяна Михайловна Корякова, наставник английской мовы Державной установы эдукации средняя школа номер 2 городского поселка Смиловичи. Ольга Ивановна Кузнецова, наставник математики Державной установы эдукации средняя школа номер 2 городского поселка Смиловичи. За высокий профессионализм, добросумленную результативную працу у сфере эдукации, высокое достижение профессийной деятельности, подяка начальника Головного управления по эдукации Минского областного виконавчого комитета объявляется Валерию Васильевичу Закарову, наставнику белорусской мовы и литературы Державной установы эдукации средняя школа номер 3 имени Комаровского города Червина. Элеоноре Михайловне Корой, наставнику дефектологу Державной установы эдукации средняя школа номер 3 имени Комаровского города Червина. Юрий Михайловна Ярошевич, наместнику директора по выховательной работе Державной установы эдукации средняя школа номер 3 имени Комаровского города Червина. Кандидатка подтримаем наших узнаваемых бурными аплодисментами. Шановна Антоніна Леонівна, поважання узнагородження, ми запрошуємо вас на середину сцени, як зробити фото на пам'ять. Дякую, Антоніна Леонівна. Примите, будь ласка, квіт і пам'ятний подарунок від педагогічної громадськості Червінського району. Просимо всіх зайняти своє місце у залі.
Все начинается с любви, с любви родителей вам и дому. Любви рождается весь мир, и невозможно по-другому. Любите сердцем, цените каждый день и час. Поверьте, любовь, поверьте, ведь рядом кто-то верит в вас. Любите сердцем и зажигайте свет внутри. Поверьте, любовь, поверьте, все начинается с любви. Любовь нам освещает путь, она моя печали, и никогда не обмануть глаза, что душу согревали. Все начинается с любви, дороги, пути, назначения. В любви рождается весь мир, кто верит в счастье без сомнения. Любите сердцем, цените каждый день и час. Поверьте, любовь, поверьте, ведь рядом кто-то верит в вас. Любите сердцем и зажигайте свет внутри. Поверьте, любовь, поверьте, все начинается с любви. Любите сердцем, цените каждый день и час. Поверьте, любовь, поверьте, ведь рядом кто-то верит в вас. Любите сердцем и зажигайте свет внутри. Поверьте, любовь, поверьте, все начинается с любви. Все начинается с любви. Наставники – люди самой высокородной, отказной і поважаної професії у світі, яка протягує тисячогодовну історію подвижництва і аскетизму. Ваша праця користається заслуженою повагою у громадстві і, мабуть, як ніяка інша потребує терпіння, мудрості, душевної щедрості, уміння побачити у кожному дитяті іскринку його таленту і здольністю, допомогти йому зрозуміти себе і навкольний світ. Для вручення заслужених узнагород керівникам установ едукації Чернівського району ми запрошуємо на сцену начальника управління по едукації і спорті Чернівського районного виконавчого комітету Ірину Миколаївну Машинську. За высокий профессионализм, добросумленную и отказную працу у системе эдукации, гоноровой грамоты управления по эдукации и спорте Чернівського районного виконавчого комитета узнагороджуються Катерина Ивановна Гуровская, загадки державной установы, так и 10-й сад номер 1 города Чернина. Владимировна Вакуленко, загадчик державної установи едукації Чорноградський 10-й сад Чернівського району. Наталья Сергеевна Карасюк, директор державной установы эдукации Запорская средняя школа Чернівського района.
Жанна Михайловна Калтович, завершив державну установу едукації на Новоселянковський дитячий сад Чернівського району. А Елена Владимировна Котов, завершив державну установу едукації дитячий сад номер 1 городского поселка Сміловичі. Виолетта Владимировна Аусенникова, директор державної установи едукації середня школа номер 3 Ігната Воровського города Черня. Ольга Владимировна Поджайная, директор державної установи едукації середня школа номер 4 города Черня. Ольга Анатольевна Кацкевич, директор державної установи едукації Руднянська середня школа Чернівського району. Кристина Александровна Бурданина, наместник директора по учебной работе державной установы едукации гимназия номер 1 имени короля города Черня. Наталья Михайловна Налес, наместник директора по учебной работе державной установы едукации Куровская средняя школа Чернівського району. Елена Евгеньевна Ширина, наместник заводчика по основной деятельности державной установы едукации дитячий сад номер 1 городского поселка Сміловичі. Просим вас выйти на середину сцены, как сделать фото на память. Просим Кириллов и наместников занять место в зале, а Елену Николаевну протянуть церемонию вознаграждения педагогических работников района. За високий професіоналізм, добросумлінну і відказну працю у системі едукації, гонорове і грамотне управління по едукації в спорті Чернівського районного виконавчого комітету усаджується Тетяна Валерійовна Смолкіна, наставник директора державної установи едукації, Центр корекційно розвиваючого навчання і едукації города Черня. Кристина Александровна Кропашка, наставник дефектолог державной установы едукации, Центр коррекционно развивающего навчания и реабилитации города Черня. Світлана Івановна Капанець, виховальник дошкільної едукації державної установи едукації дитячий сад номер 1 города Черня. Ирина Дмитриевна Никулик, выживальник дошкольной эдукации державной установы эдукации, дитячий сад номер 1 города Черня. Александра Сергеевна Калтович, виховальник дошкільної едукації державної установи едукації дошкільний центр розвиття дитячий города Черня. Катерина Анатольевна Крут, наставник дефектолог державной установы эдукации, дитячий сад номер 1 городского поселка Сміловичі. Александра Александровна Богдан, наставник початкових класів державної установи едукації середня школа номер 4 города Черня. Ольга Ивановна Томаш, виховальник державної установи едукації Чернівський районний соціальний педагогічний центр. Світлана Миколаївна Васильівська, наставник англійської мови державної установи едукації середня школа номер 2 городського поселка Сміловичі. Підтримуємо нашого загородженого Кривацька. Светлана Николаевна Ставицкая, наставник белорусской мовы и литературы, державной установы эдукации средняя школа номер 2 городского поселка Сміловичі. Тамара Євгеновна Апрашона, наставник початкових класів державної установи едукації Яринська середня школа Чернівського району.
Герман Александрович Горопейший, наставник физической культуры и здоровья Державной установы эдукации Ялинская средняя школа Челябинского района. Аплодисменты. Тетяна Александровна Слабко, наставник биологии Державной установы эдукации Турецкая базовая школа Челябинского района. Бажана Ірина Миколаївна, шановні узнагороджені, ми просимо вийти вас на середину сцени, щоб зробити фото на пам'ять. Дякую, поважана Ірина Миколаївна. Прийміть квітки від педагогічної громадськості Челябинського району. Просимо всіх зайняти свої місця в залі.
Шановні сябри, громадські і політичні сили країни тримаються на відданості, відказності і моцному лідерстві. Для узагородження тих, хто своєю працею створює будущину суверенної Білорусі, на сцену запрошується старшина Чернівського районного відділення Білоруської партії «Білорусь» Наталія Вікторовна Савко. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня очень рада присутствовать на таком важном мероприятии, как педагогическая конференция Чарвинского района. Все здесь присутствующие сегодня в зале осознанно выбрали профессию педагога. И это очень важно. Потому что педагог дает начало для всех людей. Из маленьких детей вырастают благодаря труду, благодаря воспитанию и обучению настоящей личности. Сегодня глава государства ставит задачу, чтобы в каждом районе, в каждом уголке нашей Родины росли и множились патриоты. Те, которые любят нашу Родину, Республику Беларусь, которые любят людей, которые проживают в нашей стране, которые любят трудиться, которые вырастают настоящими творческими, настоящими патриотичными, настоящими верными гражданами Республики Беларусь. Сегодня все присутствующие в этом зале выполняют именно эту главную задачу. В каждом коллективе руководители и преподаватели, учителя на своем рабочем месте являются главными идеологами. Поэтому вот эта вот армия педагогов сделает нашу суверенную Республику Беларусь еще краше. На нашем поприще всем желаю, самое главное, это крепкого здоровья. Потому что в здоровом теле здоровый дух и здоровая страна – это те грани успеха и развития, которые сегодня нам нужны. Поэтому еще раз всех с началом учебного года, творческих успехов, любите профессию. Самое важное условие. За активну громадянську позицію, смаркотну добросумленну працю на користь нашої родної Чернівщини, подяка старшині Чернівської районної відділення Білоруської партії «Білорусь» вручається Оксані Ніколаївні Свиридович, вихованнику державної установи праці дитячий сад номер 1 города Червеня. Лидии Ивановне Юрченко, наместнику директору по учебной работе Державной установы эдукации средняя школа номер 3 имени Комаровского города Червеня. Наталье Аркадьевне Николаевой, секретарю Державної установи додаткової едукації Центр творчості дітей і молоді города Червеня. Наталья Викторовна, шановні рознагороджені, ми просимо вас вийти сьогодні на сцену, як зробити фото на Наталі. Дякую, уважаемая Наталья Викторовна. Примите приветки от педагогической громадскости Чернівського района. Просим всіх занять свої місця у залі. Уважаемые гости свята, кажуть, что успех наражается там, где есть довер и единство думки. Дякую, что уже не перший год підтримуєте кожне наше починання. Дякую вам за то, что совместные справи наповнені вашим професіоналізмом, мудростю і чоловічим теплом. Прийміть гэты квітки як частинку нашої вдячної душі. Нехай ваше життя буде наповнено святлом, а сопрацовництво поміж нами з годами становиться тільки
мацнішим. Поважаний Володимир Михайлович, прийміть, будь ласка, пам'ятний подарунок від педагогів району. На карті Чернівського району нема буйних чыгуначных вузлов, але ёсць своя унікальная арбіта. Менавіта на яе штогод прыцягвае маладое сузор'е педагогаў, нашых маладых спецыялістаў, гатовых запальваць прамень ведаў у сэрцах маленькіх чэрвенцаў. Вельми приемно, что педагогичная семья нашего района пополняется энергичными, таленовитыми и адукованными молодыми специалистами, які с энтузиазмом глядят наперед и упевнено крочаць у будущему. Сярод іх ёсць і тыя, хто пасля заканчэння навучання вярнуўся ў родныя школы, з якіх некалькі вылецеў у дарослае жыццё. Яны вярнуліся, каб працягнуць эстафету ад сваіх настаўнікаў і сеяць зерні мудрасці, добра і вечных каштоўнасцей у юных сэрцах. Сустракайце на гэтай сцэне молодые специалисты 2026 года. Катерина Руслановна Нестерович, выхователь дошкольной адукации державной установы, адукации дошкольный центр специализации города Черня. Ганна Игоревна Гуша, выхователь дошкольной адукации державной установы адукации, 10 сад номер 2 городского поселка Смиловичи. Мелания Сергеевна Титовец, повар державной установы адукации, 10 сад номер 2 городского поселка Смиловичи. Ганна Сергеевна Нелещик, повар державной установы адукации, 10 сад номер 2 городского поселка Смиловичи. Виолетта Викторовна Кокорина, наставник початковых классов державной установы адукации, средняя школа номер 1 городского поселка Смиловичи. Виктория Леонидовна Грицюкова, наставник початковых классов державной установы адукации, средняя школа номер 1 городского поселка Смиловичи. Татьяна Викторовна Ковалева, наставник английской школы державной установы адукации, средняя школа номер 1 городского поселка Смиловичи. Анастасия Дмитриевна Салко, наставник початковых классов державной установы адукации, средняя школа номер 4 города Червень. Анастасия Михайловна Крупкевич, наставник початковых классов державной установы адукации, средняя школа номер 4 города Червеня. Ангелина Александровна Попович, педагог социальной державной установы адукации, средняя школа номер 4 города Червеня. Татьяна Казимировна Козловская, выхователь, які ажыццяўляе персональное сопровождение державной установы адукации, средняя школа номер 4 города Червеня. Доминика Анатольевна Шантер, выхователь дошкольной адукации державной установы адукации, 10 сад номер 3 города Червеня. Ильяна Сергеевна Копаль, выхователь дошкольной адукации державной установы адукации, 10 сад номер 2 города Червеня. Виктория Николаевна Смоляк, повар державной установы адукации, 10 сад номер 2 города Червеня. Максим Николаевич Бразлука, наставник физической культуры и здоровья державной установы адукации, Градонская средняя школа Червенского района. Дарья Михайловна Тишковец, наставник английской мовы державной установы адукации, Градонская средняя школа Червенского района. Дарья Сергеевна Гравко, педагог додатковой адукации, державной установы додатковой адукации, Центр творчости детей и молоді города Червеня. Александра Александровна Пекар, педагог додатковой адукации, державной установы додатковой адукации, Центр творчости детей и молоді города Червеня. Катерина Дмитриевна Рыжова, педагог додатковой адукации, державной установы додатковой адукации, Центр творчости детей и молоді города Червеня. Иван Сергеевич Деревянко, педагог додатковой адукации, державной установы додатковой адукации, Центр творчости детей и молоді города Червеня. Кристина Валентиновна Лютушенко, наставник початковых классов державной установы адукации, Лязинская средняя школа города Червеня. Арина Андреевна Розенберг, наставник початковых классов державной установы адукации, Лязинская средняя школа Червенского района. Ягор Алексеевич Люковец, наставник физической культуры и здоровья
Второе державная установа эдукации Вяземская средняя школа Чернского района. Алена Юрьевна Сиваева, наставник немецкой мовы державной установы эдукации Вяземская средняя школа Чернского района. Виктория Валерьевна Литвинчик, наставник початковых классов державной установы эдукации Турецкая базовая школа Чернского района. Марина Дмитриевна Кириенко, педагог-организатор державной установы эдукации Хуторская средняя школа Чернского района. Мария Леоновна Ладыка, наставник истории и природознавства державной установы эдукации Хуторская средняя школа Чернского района. Никита Александрович Коваленко, педагог додатковой эдукации державной установы додатковой эдукации Центр творчества детей и молоді Якова Сухина городского поселка Смеловичи. Максим Дмитриевич Шостак, наставник физики и математики державной установы эдукации средняя школа номер 1 городского поселка Смеловичи. Дорогие товарищи, щиро віншуємо вас з початком нового, захопляючого етапу життя. Сьогодні наражається ваша працовна біографія і надходить час для перших упевнених кроків на професійному шляху. Сучасная школа чакає менавіта вас. Мэтанакіраваных, креативных, таленавітых, смелых и отказных педагогов. Наша профессия гоноровая тем, что каждый день творится чувание виконаної миссии, дозволяет дотянуться до дитячих льосов и отчуть свою сапраўдную потребность громадству. З мудрими порадами до молодых педагогов Чернищины звертается Виолетта Владимировна Овсянникова, директор державной установы эдукации средняя школа номер 3 имени Комаровского города Черни. Уважаемые наши молодые, дорогие коллеги, мы искренне рады вас приветствовать в нашей большой педагогической семье Чернищины. И вдвойне, конечно же, рады приветствовать сегодня в числе не только женского состава наших педагогов-мужчин, пускай их мало, но они у нас есть. Уважаемые коллеги, позвольте вам, стоя на пороге, в начале вашей профессиональной деятельности, пожелать вам веры в себя и в свои силы. Благодаря вашей молодости, вашей энергии, а это огромный талант, зажечь искру в сердцах ваших воспитанников и учащихся. Не теряйте никогда веры в себя. Самое главное – любите детей. Ведь без искренней любви к детям наша профессия теряет смысл. Принимайте их такие, какие они есть, с их характером, улыбкой, порой трудностями. Конечно же, первый год в вашей работе может быть и нелегким. Могут быть падения и взлеты, но никогда не стоит останавливаться. Никогда не бойтесь ошибаться, ведь ошибаются не только дети, но и взрослые. Ну и, конечно же, самое главное, уважаемые молодые коллеги, хотелось бы отметить послание, одно из посланий нашего президента Республики Беларусь, белорусскому народу и Всебелорусскому народному собранию, который отметит о том, что у нашей молодежи самое главное, что есть, это наша мирная, красивая, независимая страна, Республика Беларусь. И в зависимости от того, какое у вас будет отношение к вашей работе, какой вклад вы внесете в воспитание подрастающего поколения, будет зависеть будущее нашей страны. Поэтому я желаю вам успехов,
творчества, высоких достижений. Только вперед и только вместе. Дорогі садові, кожен великий шлях починається з першого кроку. У нашего народа есть чудовная, мудрая традиция. Провожать в далекую дорогу, сустракать жаданых гостей и благословлять на добрые справы рушником. Белорусский рушник – это символ чистини, нитка, якая звучает в опыт старейших и энергию молодых. Это чистый лист вашей будущей профессийной биографии, на яким вы с этого дня начнете вышивать свои совместные перемоги и достижения. Сьогодні, уступаючи у нашу великую працовную сям'ю, мы пропонуем вам зробити гэты важный крок. Я прошу вынести урочистый рушник и запрошаю наших молодых специалистов докрануться до его и дать профессийную клятву. Тримаючися за гэты святый белорусский рушник, які слушаем наши корені і нашу будущую, урочисто обяцайте нести годное імя педагога, любить и поважать кожное дитя, быть для своих учнів не просто наставником, а сапраўдным проводником у свет ведаў и добрыні. Постоянно развивать свой талент, шукать новые подходы, запаливать у детячих сердцах прагу до науки и ніколи не спыняться на досягнутым. Берагчы и помножать лепшие традиции белорусской адукации, поважать опыт старейших коллег и быть надежной опорой для школьной семьи. Выховывать сапраўдных патриотов, сумленных и годных громадян нашей родины, отдающих свою мудрость, тепло и душевную щедрость на корысть родной Беларуси. Мы просим подняться на сцену старшиню Червенской районной организации Белорусского профессийного союза работников эдукации и науки Светлану Леонидовну Пуцевицкую. Уважаемые наши молодые коллеги, мы рады, что вы у нас есть. Творите, дерзайте, верьте в свои силы, ставьте перед собой недостижимые цели, и у вас обязательно все получится. Удачи вам! На добрую память об сегодняшней связи молодым специалистам 2026 года вручаются памятные подарки от Червенской районной организации Белорусского профессийного союза работников эдукации и науки. Выступает молодой специалист Виктория Евгеньевна Бельчукова. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы, молодые специалисты Чернівщини, только починаем свой шлях у профессии. И нам вельми пошанцевало. Нас зустріли з теплом і клопотом. Ми відчуваємо великую підтримку від управління по едукації і спорті і від наших мудрих наставників, які завжди поруч. Я тут народилася, виросла, вчилася, і навіть, коли часово покидала родні стіни, моя душа завжди була на Чернівщині. Марила вернуться. І ось я тут. Я знову тут, на своїй любимій землі. І ми, як молоді спеціалісти, будемо продовжувати традиції наших попередників, які любили цей край. Ми будемо робити все, щоб наші учні любили Чернівщину так же моцно, як любимо її ми. Наставництво – гэта не просто профессия, гэта покликание, якое потребует колоссальной душевной энергии
цярпення і часу. Калі ж у гэтую высакародную справу прыходзяць маладыя спецыялісты, школа набывае новае дыханне, смелыя ідэі і маладую энергію. Але сёння у гэтай зале мы хочам адзначыць асаблівы саюз. Саюз, дзе каханне і педагогіка крочаць рука об руку. Мы вітаем маладую педагагічную сям'ю. Максим Николаевич Бразгока, наставник физической культуры и здоровья Державной установы адукации, Грабенская средняя школа Чернинского района. И Дана Сергеевна Непевная, наставник биологии, педагог социальный, Державной установы адукации, средняя школа номер 2 имя Легонкова. Запрошаем Дану Сергеевну на сцену. Принесе памятный подарок от Чернинской районной организации Белорусского профессийного союза работников адукации и науки. Нехай у вашем доме заўсёды пануюць утульнасць, коханне і добробут. Нехай кожны працоўны дзень прыносіць радасць ад сустрэчы з вышнімі, а профсоюз заўсёды будзе для вас надзейнай апорай і абаронай у жыццёвым шляху. Уважаемые коллеги, сегодня вы стали полноправными и вельми чаканными удзельниками нашей великой Чернинской педагогичной семьи. Счастливого и плённого вам шляху. Просим вас пройти в залу и занять свои места. Адукація – фундамент громадства, пропуск для державы и всей нации у завтрашний день. Наставник в этом процессе является проводыром,
центральною фігурою в громадстві, бо гэты чалавек, які валодае веданнямі. Менавіта чалавечы капітал з'яўляецца для нас самай высокай каштоўнасцю. Бо гэта інвестыцыі ў будучыню, здарова адукаваная нацыя з багатай культурай, аснова паспяховай дзяржавы. Шановні удзельнікі канференцыі, вынікам працы стане резолюцыя канференцыі, з праектам якой вы былі азнаёмлены. Канчатковы тэкст резолюцыі будзе размешчаны на сайце Управлення па адукацыі і спорце Чернівського районного виконавчого комітету. Шановні педагоги, кіраўнікі, гості, наша педагогічна конференція завершає свою роботу. Яна визначила перспективи на наступний навчальний год. Усі ми знов закрутимося у віри працовних буднів, які наповнені новими проєктами, творчістю і ініціативами. Нехай новий 2026-2027 навчальний год стане годом нових можливостей і ярких ідей. Вераснёўскі звонок для звычайнага чалавека нагода успомніць аб школьным дзяцінстве, а для педагогаў стартовый сигнал до нового жыццёвага этапу, новых педагогічных ідэй, нового творчага пошуку. Дорогие коллеги, мы жадаем усім у будучым навчальным годзе захаваць добры настрой, працаздольнасць, бадзёрасць і нязгасны агеньчык у вачах. Няхай кожны працоўны дзень прыносіць вам радасць адкрыццю, а кожная сустрэча з вучнямі дорыць натхнення. Стварайце, упэўнена ідзіце на новых педагагічных вяршыняў і заставайцеся тым мудрым святлом, якое асвятляе шлях нашай моладзі.
Поважані колеги і гості, напередодні нового навчального года прийміть творчий подарунок у виконанні популярного білоруського виконавця, лауреата пісні года Білорусі Івана Буслая. Заходила, вот твоя
Продолжаем, дорогие друзья. Всем счастливо! Друзья мои. Зеленый ветер смотрит и зеркал. Я тебя круги глазами отыскал. Чтобы губы танец ласковой руки. Мы с тобою то близки, то далеки. Улыбайся, нас закружит тишина. Между зуб твоих качусь вниз до дна. Поверишь, я встречи это ждал. И без памяти влюбился и напал. А эта ночь, а эти губы, пускай они меня с ума сведут. А эта ночь, а эти очи, пускай меня подудят и спасут. А эта ночь, а эти руки, пускай не тело, а воздух. А эти ласки, тобой к звездам унесу. Закроется мой бархат до зари. Слова любви еще раз повтори. Я хочу смотреть в бездонные глаза. Отдам за это счастье до конца. А эта ночь, а эти губы, пускай они меня с ума сведут. А эта ночь, а эти очи, пускай меня подумают и спасут. А эта ночь, а эти руки, пускай не тело, а воздух. А эти ласки, с тобой к звездам унесу. Еще раз. А эта ночь, а эти руки, пускай они меня с ума сведут. А эта ночь, а эти очи, пускай меня подумают и спасут. А эта ночь, а эти руки, пускай не тело, а воздух. А эти ласки, с тобой к звездам унесу. А эти ласки, с тобой к звездам унесу. А эта ночь, а эти руки, пускай не тело, а воздух. А эти ласки, с тобой к звездам унесу. А эти ласки, с тобой к звездам унесу. Стоп! Ты моя душа лежит в вашей душе. Ой, моя гитара, только судьбу всю правду расскажи. Все начать сначала. Эту сказку под названием жизнь, под названием жизнь. Ой, моя гитара, под костер негаснущей любви. Небо бирюзовое, поле
названием жизнь. Ты моя душа, над идущей землей, край ветровый чуд дыша, ветровый чуд дыша, просыпаются весной. Ты моя душа, половиночек моей, и тому, кто не спеша, и тому, кто не спеша, ждет любовь, ты моя, над идущей, край ветровый чуд дыша, край ветровый чуд дыша, просыпаются весной. Ты моя душа, половиночек моей, и тому, кто не спеша, и тому, кто не спеша, ждет любовь от других. Спасибо. Дорогие друзья, как прекрасно, что мы живем в нашей белорусской земле, где можно любить, жить, творить. Это наша земля. Ярко словно весной расцветает страна, с каждым годом все краше и краше. Хорошеют поля, села и города. Посмотрите, все это наше. Самой чистой рекой оставайся навеки такой. Это наша земля. Золотые поля, чистой небе заря, край озерный лесной, край любимый родной, Беларусь, мы гордимся тобой. Мы открыты для всех, кто на берег пустых, родных, друзей и соседей. Тот, кто здесь побывал, тот народ тоже знал, снова к нам непременно приедет. Самой чистой рекой оставайся навеки такой. Это наша земля. Золотые поля, в чистом небе заря, край озерный лесной, край любимый родной, Беларусь, мы гордимся тобой. Самой чистой рекой оставайся навеки такой. Это наша земля. Золотые поля, в чистом небе заря, край озерный лесной, край любимый родной, Беларусь, мы
гордимся тобой. Это наша земля, заветная, чисто в небе заря, край озерный лесной, край любимый родной, Беларусь, мы гордимся тобой. Край любимый, родной, Беларусь, мы гордимся тобой. История наша идет вверх, хай будет щасливим ваш шлях. Выразите свои присягания, разом мы свет и я, Краина дикая и незалежная. Мы — это Краина Вакансия, я — это лесу покой, ты — это надежда вера, мы стороны нашей землей. Что буду делать до конца, Краина любимая и незалежная. Это Краина Вакансия, я — это лесу покой, ты — это надежда вера, мы скоро мы нашей землей.